Руслан, но тему с отоплением можно назвать год сурка. Каждый год одно и то же обсуждаем, и вот как будто ничего не меняется. Ну почему? Ну давай так, ради справедливости надо признать, что положительная динамика все-таки есть. Но заковыка в чем? Вроде бы все понимают, да, что нужно делать для того, чтобы эта горячая тема не фанила. Но мы все равно каждый раз с началом сезона к ней возвращаемся. Понятно, когда был переход с 1/12 на 1/8. Люди плохо понимали, что происходит. Но ведь с тех пор прошло 2 года. Но вот именно за 2 года. Вот что поменялось? Ну нету этого главного. Учета и контроля. Все друг на друга перекладывают ответственность. А вот это верно. На самом деле учет и контроль – это девиз не только социализма, но и капитализма. И наши ребята, если честно говоря, разбирались, почему батареи снова просят рубля. Давай сегодня это обсудим. Давай. В конце сентября тепло добралось до жилых домов, а вслед за ним пришли и квитанции, по которым у многих появились вопросы. Погода в квартире у Нины Безматерных, как на тропическом курорте. Вот только вместо палящего солнца раскаленные батареи. Домой пенсионерка из-за жары старается не заходить. Вчера при закрытом окне было 35. Сейчас при открытом окне 27. Дышать невозможно, готовить невозможно. Подобная ситуация из года в год повторяется во многих домах в округе. Люди жалуются, что поставщики ресурсов не соблюдают температурные графики, подают в дом больше тепла, что часто не соответствует погоде. Возможности экономить у жильцов нет. У нас что, Сибирь, я не знаю, у нас там Дальний Восток. Там таких цен нет, как у нас. Куда еще выше-то? Это издевательство. Это издевательство. Просто-напросто. Многих людей бросило в жар дважды. Вначале от избытка отопления, затем от суммы в платежках. Уфимцы бросились штурмовать офисы Баш-РТС. В пятницу звонили. И теперь в очереди приходится стоять. Сейчас приходят. Тут хотели проверить завышение цен. Это 30 тысяч за квартплату за одну только платить тут. Это что за суммы такие? Попасть в офис теплоснабжающей компании нелегко. Толпа из потребителей собралась у входа. Принимают людей только по живой очереди. Записаться по телефону горячей линии, как советуют в Баш-РТС, оказывается для многих затруднительно. Была в Баш-РТС в пятницу, так и не смогла пройти. Почему? У меня даже квитанция есть, потому что я была 91-я по номеру, и время ожидания было 7 часов. С 10 часов утра сидим, а пришли в 9. Это уже больше 2 часов получается. Конечно. И еще я 25-я, всего 10-й номер. Для того, чтобы у людей была возможность донести свои проблемы до тех, кто бы мог их решить, в Уфе создали штаб по отопительному периоду. Жители звонят с самыми разными вопросами. Кому-то холодно, а кто-то горячится из-за крупных сумм в квитанции. В штабе отмечают, что большая часть обращений уже отработана. Мы берем прошлую неделю, то можно сказать о 76% исполнения заявок. То есть остальные в настоящее время находятся в работе, и специалисты решают, так скажем, в ежедневном режиме. Батареи снова просят рубля. Отопительный сезон только начался, но у потребителей тепла уже появилось много вопросов. И к монополистам-ресурсникам, и к управляющим компаниям, и к системе ЖКХ. Напомню, что с начала 2021 года при главе Республики Башкортостан создана рабочая группа по вопросам платы за отопление. Несколько месяцев эксперты изучали проблему и в апреле представили план ее решения. Как мы подготовились к новому отопительному сезону? Сможем ли мы избежать повторения негативного сценария начала этого года, о котором мы все хорошо помним, вокруг счетов за отопление? Откуда все-таки берутся цифры в этих квитанциях и насколько отличаются тарифы за отопление в Башкирии от наших соседей? Как в конечном итоге навести порядок в учете и контроле тепла и кто за это отвечает? Эти и другие горячие вопросы обсудим сегодня в прямом эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Алан Барзаев, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Марат Гайфуллин, первый заместитель главы города Уфы, главы администрации города Уфы. Владимир Барабаш, руководитель Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. И Тимофей Дубровский, директор ООО «Баш-РТС». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Тема, по которой мы сегодня собрались, актуальность ее не нужно лишний раз объяснять никому, в том числе нашей аудитории. Тимофей, вот мы видели в сюжете некий ажиотаж, который наблюдается уже у офисов ресурсников-монополистов, не только у вашего, да, не только у Баш-РТС, но и у других тоже. Скажите, пожалуйста, удается ли помочь людям, вот когда они обращаются? Вопрос ажиотажа очень интересный, потому что я сам проехал под Соком, посмотрел этот день. Ну,
На самом деле было получено всего 2 жалобы от тех людей, которые действительно долго пришлось прождать. И вообще, в принципе, при получении квитанции бывают пиковые дни, там примерно 5-10 дней, действительно, когда много людей приходит. Все остальные дни свободны, и люди могут заранее записываться, поэтому есть живая очередь, электронная очередь, когда можно записаться, спокойно прийти на прием и решить свои вопросы. То есть все-таки онлайн тоже можно обращаться и решать эти вопросы? Конечно, просто не нужно спешить приходить именно в пиковые дни, потому что мы не можем держать персонал тоже волнами. То есть в пиковые дни нанимать людей, в свободные дни их увольнять. Понятно. Алан Викторович, вопрос к вам, к Министерству ЖКХ. Скажите, пожалуйста, насколько, как вы оцениваете подготовку системы ЖКХ Республики к отопительному сезону? И насколько удалось реализовать тот план, который был, и подготовки к отопительному сезону? Ну, я скажу так, коль программа называется «Честно говоря», честно, я всегда говорю честно. Поэтому, на самом деле, хозяйство было крайне запущенное. Давайте объективно, лет 10 никто ничего толком, кардинальных мероприятий не проводил ни по энергосбережению, ни по достойной подготовке. Для меня непонятно, как принимали, как получали паспорта готовности к зимнему отопительному сезону, те же МКД. Поэтому в этом году мы подошли принципиально к этому вопросу. Я сразу оговорюсь, 100% мероприятий на сегодняшний день еще не сделано. Что имеется в виду? Да, 100% сделано по факту того, чтобы подать теплоноситель. Да? Но там где-то утеплить еще, допустим, трубы там, на чердаках, в чердаках, там, в подвалах и так далее, покрасить стены, там, повесить лампочки и так далее. То есть там целый перечень вопросов проверяет тепловая инспекция. Около 36 пунктов, которые они проверяют. Поэтому они давали допуск к зимнему отопительному сезону, то есть на выдачу паспорта готовности, только при условии, если там нету кардинальных недоработок. То есть я же говорю, не повесили лампочку, допустим, там, и так далее, не покрасили стену. Да, это же на Алан Викторович, мы правильно понимаем, что это работа, в принципе, ни одного, наверное, сезона даже, да? Если поэтапно эту работу по графику проводить, то, возможно, это займет более длительное время, несколько лет. Смотрите, вот чтобы привести все в видео, я просто скажу, вот есть ИТП, да, индивидуальный пункт отопления. Вот 761 единица этих ИТП, да, 10 лет к ним никто не прикасался. Хорошо. Реально они на балансе ни у кого не находятся. Чья это недоработка? Это ресурсники или управляющие компании? Это и ресурсники, и ЖКХ, и город, и МинЖКХ, то есть, и город, и управляющие компании. Виноваты все. В смысле, никто с себя не снимает ответственность. В том числе это же система. Да, это система. И наше министерство не дало. Вопрос городской администрации. Марат, скажите, пожалуйста, как вам удается координировать, это же вы этим занимаетесь, координировать взаимодействие управляющих компаний и поставщиков тепла? Вот это вот важнейший вопрос, на стыке которого и возникает большинство проблем, как мы понимаем. На сегодняшний день на базе города создан штаб по отоплению. Мы в еженедельном формате собираемся для обсуждения вот тех проблем, которые выявляются в течение недели. Также в задачи работы штаба входит обсуждение проблем, которые ставит перед нами житель через колл-центр. Марат, а вы можете сформулировать коротко основные проблемы, вот, которые после анализа выясняются? Хотя они на поверхности. Ну, безусловно, одна из основных проблем – это мы до сих пор не умеем слаженно начинать отопительный период. То есть 10 дней, а то и 15 город лихорадит, потому что где-то завоздушенность, где-то не хватает давления. Мы в основном получаем проблемы от жителей следующие: завоздушенность и отсутствие тепла на сегодняшний момент. То есть это проблема работы управляющей компании или ресурсников? Это проблема взаимодействия. То есть отсутствует технологическая инструкция по пуску тепла в городе. Как она может отсутствовать? Тепло же мы не вчера Тем не дали. менее, это факт. Да? Тем не менее, это факт. Да? То есть, когда я говорю технологическая инструкция, это документ, который бы слесарю, который, может быть, вчера только пришел на работу, четко показывает, что ему нужно сделать для того, чтобы каждая батарея стала теплая в доме. То есть... Да, насколько вот Алан Викторович сказал, что это проблема, которой нужно заниматься системно, из года в год, для того, чтобы каждый год, я прошу прощения, мы не наступали на одни и те же грабли. Владимир, вот вы занимаетесь очень активно этой темой, да? Как вы оцениваете подготовку к отопительному сезону этого года?
Но на самом деле вот, действительно одна из основных проблем – это несогласованность. И мы сейчас, вот у нас было летом заседание Совета, на котором нам глава республики дал это поручение активнее включиться в этот процесс. Мы сейчас действительно вот с активистами, не только члены СПЧ, то есть у нас и депутаты, и активисты различных движений, и там старшие по домам, то есть мы там вот с большой этой командой ходим просто ногами, проходим весь путь сейчас вот от генерации тепла до батарей. То есть мы посетили там уже, походили, поизучали, как работает ТЭЦ, как они, по каким режимам это выгружают, как настраивает это тепло. Мы дошли до ЦТП, вот их посмотрели разные. Все нужно проходить ногами. Все нужно проходить ногами. И самое главное, что мы уже видим вот эти моменты, то есть когда начинаем общаться. Где самое тонкое место? Самое тонкое место – это неумение объяснить людям, что делать. Вот это, на мой взгляд, вот сейчас уже самое тонкое место. С чьей стороны? Кто не умеет объяснить? Со стороны тех, кто этим процессом руководит. То есть это люди, которые знают, что такое тепло, но не могут донести людям, как им сберечь свои собственные деньги. И вот это, на мой взгляд, краеугольный момент. То есть все очень умные, все грамотные теплотехники, юристы, друг друга там оппонируют за круглыми столами, вот в студиях таких, все друг другу рассказывают. А люди вот сидят у телевизора и смотрят. Вот даже сейчас был сюжет, вот самый простой, был сюжет, людям жарко в доме. Но на видео видно, что дом прошел капремонт, его утеплили, сам дом. То есть там видно, что он обшит утеплителем. Но, значит, изменилось его энергопотребление. Значит, в этот дом должна была быть изменена карта. Если людям жарко, им должны были объяснить, что требуется управляшка. Мы к этой теме обязательно вернемся. Проблемами качества коммунальных услуг в республике занимается и Госкомитет по жилстройнадзору, и МинЖКХ, и общественные организации. И многие из них отмечают, что сложности часто появляются как раз на стыке ответственности управляющих компаний и поставщиков ресурсов. Давайте послушаем мнение авторитетных экспертов. Сегодня, если даже житель платит напрямую ресурсоснабжающим организациям, то за качество и количество потребляемого того или иного коммунального ресурса отвечает управляющая организация. А уже управляющая организация должна регрессом требовать с ресурсоснабжающей организации поставку качественного и количественного ресурса. Старших по дому или председатель домкомов, она тоже немаловажная, потому что там, где грамотные и заботливые председатели домовых комитетов, они вот эти вещи, конечно, видят, смотря каждый месяц на потребленное тепло. И очень много обращений у меня было за последние несколько лет именно с этими вопросами, что идут начисления даже за те помещения, которые не относятся к жилым помещениям. Управляющая компания и руководитель этой компании и сотрудники обязаны защитить мои интересы. Если мне ресурсоснабжающая компания дает некачественную воду, не ту температуру, то все, управляющая компания должна перейти по паровозу, идти, председателя совета приглашать и вместе с ним актировать факт нарушения. Прямо скажем, пришли к выводу, что да, у нас на сегодня взаимоотношения ресурсоснабжающие, управляющие и собственники практически отсутствуют. Люди не могут добиться правды. Вот эта ситуация, когда все управляющие компании УЖХ районов сейчас просто обязывают принять на свой баланс, она в корне неверная, потому что жители должны понимать, что у них должен быть выбор. А выбора, по сути, никто не предоставляет. Опять же, у нас по законодательству не имеет значения, выбрали жители подрядчика, не выбрали жители подрядчика. У них есть управляющая организация, которая доверена этим заниматься. По городу Уфе нужно принимать серьезные меры для того, чтобы систему управления многоквартирных домов, систему управляющих организаций нужно реформировать. Потому что 9 управляющих организаций, 2 из них уже в состоянии банкротства находятся. Поэтому здесь нужно крепко задуматься, администрация города Уфы, и принимать уже серьезные шаги для того, чтобы управляющие организации надлежащим образом эксплуатировали дома. А управляющие компании крупные, когда они обслуживают тысячи домов,
они не справляются. Вот эти приборы учета, там, где они есть, иногда они не очень хорошо работают. Значит, управляющая компания должна следить и смотреть, и заменять, и как-то ремонтировать. Но иногда происходит, что управляющая компания пользуется тем, что ей где-то чего-то невыгодно. Такие случаи имеют место быть. И буквально занимаются саботажем отдельно такие управляющие компании, когда выводят из строя эти приборы. И получается, что прибором учета никак невозможно пользоваться. Ну, уважаемые друзья, как мы слышим, да, почти все говорят в один голос о недостаточном, так скажу, о недостаточном взаимодействии между разными сторонами процесса, в частности, управляющими компаниями и ресурсниками. Да? Алан Викторович, скажите, пожалуйста, как Министерство ЖКХ может повлиять на этот процесс, на это взаимодействие, и что для этого делается? Как Министерство ЖКХ может повлиять? Министерство ЖКХ, по сути, должно координировать действия всяких разнохарактерных структур. Да? Это входит в вашу компетенцию? Это входит в нашу компетенцию. Да, напрямую действовать на управляющие компании, выписывать на них протоколы, лишать лицензий, исключать дом из реестра. Это может только жилинспекция. Да. У меня таких рычагов, к сожалению, воздействия нету. Но, в смысле, рычагов все равно достаточно. Что мы на сегодняшний день сделали? На сегодняшний день мы в тестовом режиме уже попробовали программу, название не буду фирмы говорить, иначе это будет реклама. Пробуем программу, которая, она не для жильцов, она для старших домов, которые старшие дома, управляющая компания. Далее. Администрация города, также ОНОшка, которую мы создали в плане энергосбережения. Да? То есть предполагается, что это будет цифровизация этого процесса? Она уже есть. Она уже есть. До конца года мы ее уже однозначно будем 100% Много домов использовать. туда подключены? Все будут подключены. Алан Викторович, честно говоря, вот вы сейчас сказали, до конца года. Вы дали обещание. Я знаю. То есть мы это раньше сделали, но я специально беру до конца. Давайте я поясню. Да. Мы планируем, сейчас уже в тестовом режиме она работает, мы планируем пригласить всех журналистов и провести демонстрацию. Какую презентацию? После, локдаун заканчивается, сразу в наш ситуационный центр. А если коротко, вот в чем смысл? Я поясню, в чем смысл? Меня просто перебили. Мы ее не качали, эту тему, потому что мы хотели посмотреть, как это будет на самом деле в практике. Да. Поэтому это шикарная тема, это живая тема. Сейчас дополнение еще скажу, что мы с ней еще Что она собой представляет? Что она из собой представляет? Человек дистанционно, начиная с предприятия, которое будет контролировать, как это все приходит, единая управляющая компания, допустим, которую мы будем создавать, о чем мы сейчас говорили, вместо этих 8-9 управляющих компаний. Единая управляющая компания по городу Уфа, там, естественно, центр, диспетчерский центр, он смотрит, и загорается красным, допустим, вход, подача воды, теплоносителя, к примеру, тонна зашла, вышло 900 килограммов. Значит, где-то утечки. И он начинает красным гореть. Далее, температура должна при 0 градусов на улице, должна подаваться, к примеру, 70 градусов. Теплоноситель должен подаваться. Если там это подается 55. Опять-таки, он красным горит, значит, Башир-тест не подает качественный теплоноситель. Что будет делать эта ОНОшка? И тогда уже он минусует эту сумму. То есть делает автоматически. Да, он автоматически показывает. Вот столько не додали. Алан Викторович, мы правильно понимаем, что для корректной работы этой программмы, в чьем светлом будущем, я не сомневаюсь, необходимо, чтобы были исправны все счетчики, все манометры, все ИТП. Ну, а мы же видим, что... Опять-таки, он будет показывать, счетчик корректно показывает или некорректно. Даже такая вещь есть. Если два дома совершенно в разных даже микрорайонах. Один 53-го года, можно второй 53-го. Можно сразу вопрос Тимофею Анатольевичу. Вы-то видели эти запуски? Как оцените? Подобная система работает у нас уже много лет. Сейчас это транслируется на уровень города. В принципе, все это было видно. А у вас где она работает? Это в наших диспетчерских пунктах. У нас диспетчера видят эту всю информацию. Вы знаете, очень часто приходится слышать ваше объяснение, в ответ на какие-то, возможно, претензии, о том, что вы пользуетесь теми показаниями и данными, которые предоставляет управляющая компания. Именно так. Вопрос в чем? Входит ли в обязанности поставщика тепла проверять корректность данных показаний? Смотрите, это очень многих интересует. Алан Викторович рассказал про ту работу, которая была проделана этим летом. Работала в основном и предписание выдавала тепловая инспекция Башир-ТС. То есть ее функция входит проверка приборов учета, которые стоят в домах. Они проверяют
работоспособны они или нет, поверены или нет. Если они поверены и работоспособны, мы обязаны принимать их показания. Понятно. Владимир, вы занимались проверкой вот, проводимой этой работы? Но мы не тепловая инспекция, чтобы заниматься проверкой. Понятно, что у вас нет права выписывать протоколы. Но я хочу просто два конкретных примера привести. Первый из того, что уже сегодня говорилось, что можно сделать какую угодно цифровую систему, то есть она будет там абсолютно... Но если нет тех самых инструкций для слесаря, как работать, то эта система, ну, я много лет занимаюсь цифровизацией, как раз вот там всеми цифровыми... Я могу сказать, что пока процессы не прописаны на бумаге, а как мы уже услышали, они не прописаны, у меня есть определенные сомнения в работоспособности в целом этой системы. А второй момент? А второй момент – это как раз то самое, как бы, применение тех самых слесарей, которые работают без инструкции. Вот даже тепловая инспекция, вот сегодня свежие данные за прошедшую неделю, выявлено только в центральном районе по отоплению, это вот как раз район мэрии, 6 сливов. Что такое слив? Это когда управляющая компания вместо того, чтобы нормально настроить работу там, теплового контура дома, они просто там в подвальчике трубу выпускают, и для того, чтобы прогнать побольше тепла, чтобы не настраивать, а там, не промывать, не прочищать, а выйти на нужный режим, они просто сливают лишнюю горячую воду. Но сливают они это за счетчиком. Соответственно, эти показания никогда не покажут. И люди, вот жители, которые доверились этой управляющей компании и ей платят за то, чтобы она представляла их интересы, заплатят за эти там лишние слитые сотни литров воды. Понятно, понятно. Компетенция вообще и добросовестность управляющей компании на самом деле вызывает много вопросов. Вот да. Просто в дополнение хочу один простой маленький пример. То есть вот тоже пришла старшая по дому. Она пришла на прием в администрацию одного из районов вместе с управляющей компанией. Говорит, вот такая-такая. То есть она прямо вот за руку их поймала, что вот не работает обратка, и они там... Я говорю, напиши жалобу на Баш-РТС. Говорит, да. А почему на Баш-РТС? Да. Ну, они большие, а у нас денег нет. Сейчас я поясню. Согласна. И вот оно все взаимодействие. На самом деле это все вопросы к городу. Я все хочу предоставить ему слово. Я просто что хочу сказать. И вот эта программа как раз таки, если есть такой слив, программа она говорит, позволяет вошло одно, вышло другое. Значит, его слили там. И вот эта сумма горячей воды... Или, возлагается на кого? На управляющую компанию. Нет, на управляющую компанию. Давайте перейдем к городской администрации. К администрации которая Уфы. курирует Все-таки управляющие компании находятся в компании. вашей компетенции. Мы все прекрасно понимаем, что можно как угодно их называть, но крупнейшие управляющие компании Уфы аффилированы в какой-то степени с исполнительной властью, с мэрией. Мы это понимаем. Что делается городской администрацией для их контроля и укрепления этой работы? Ну, вот вы правильно сказали, аффилирован в проблем какой-то там степени. Выше крыши, да. на самом деле. К сожалению, да, есть факт недостаточной контролируемости, так скажем, этих управляющих компаний. Да. Именно поэтому, вот, как уже сказал Алан Викторович, речь идет о создании единой государственной муниципальной компании, которая будет 100% подконтрольна и, соответственно, будут вынуждены соответствующие менеджеры выполнять все поручения. Ну, как вертикально. Вы хотите сказать, что у нас все остальные управляющие компании будут... Нет, мы говорим взамен вот тех вот 8 компаний, которые находятся в полубанкротном состоянии. Так, условный УЖК Женикинского района, условный УЖК Советского района. Не АО, а именно он будет МБУ. МБУ. Это будет государственное муниципальное бюджетное. А кто за вами тогда будет присматривать за этим МБУ теперь? Что касается присмотра, да, то есть у нас, значит, вот как раз вот этот вот колл-центр созданный, да, он создан на базе управления гражданской защиты. Кстати говоря, в этом году он впервые же создан, по-моему. Да, он был впервые создан по указанию Раида Фаридовича Хабирова. Соответственно, это не структура УЖХ. Это не структура УЖОГ, это структура вне УЖОГа, вне подразделения города, которое отвечает за деятельность. Что позволяет рассчитывать на независимую работу. Абсолютно. Хорошо, мы вернемся обязательно к нашему разговору. В прямом эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем начало отопительного сезона. Тема отопления традиционно начинает фонить сразу после пуска по трубам горячей воды. Вернее, после получения жителями платежных квитанций. Содержание жалоб людей неизменно. Их волнует позднее или слишком раннее включение тепла, потом перетопы, обсчеты, недочеты. Проблем должны решить счетчики гигакалорий, но и с ними проблем. Посмотрим, обсудим.
Эксперты в сфере ЖКХ твердят уже давно, чтобы избавиться от переизбытка тепла в квартирах, нужно установить в доме индивидуальный тепловой пункт. Многие так и сделали, установили. Вот только ответственных за его содержание не назначили. И теперь обслуживать приборы просто некому. Возьми, вот он не рабочий, этот не рабочий. Вообще, вот это не рабочий. То есть, получается, у вас ИТП есть, но по факту он... Он не рабочий, он не работает. Ни манометры, ни термометры. Во время съемок репортажа мы попытались узнать у представителя управляющей компании, что же делать людям в этой ситуации. Вот только женщина, которая вначале гордо клеила уведомления для жильцов о проделанной работе, сбежала от взора камер. Откуда вы? А вы откуда будете? Что вы вешаете по поводу отопления? Почитайте, ознакомьтесь. А вы откуда? Большая работа по наведению порядка в сфере теплоснабжения должна была быть проведена в межотопительный период. Жители дома 34А на улице Кольцевой в прошлую зиму замерзли, даже несмотря на современное оборудование, которое регулирует подачу тепла, исходя из погодных условий. Одна проблема в необычной системе труб отопления, при которой центральным подъездом жарко, а до крайних тепло не добирается. Если померить, у нас примерно батареи плюс 60, а у них примерно плюс 30. Вот разница такая. Чтобы у них сделать 60, то нам надо сделать 100. Другой вопрос – теплопотери в подвале. Обращение в Госжилнадзор дало эффект. Специалисты комитета обнаружили здесь целый ряд нарушений. В ходе проверки установлено нарушение нормативных требований. Госкомитетом в адрес управляющей компании было выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения. В ходе проверочных мероприятий по исполнению данного предписания Госкомитетом установлено, что все нарушения устранены. Местные жители не спешат радоваться. По их мнению, отопительную систему дома необходимо полностью переделывать, а эффективность нынешних мер покажут зимние холода. Сейчас морозы начнутся, мы скажем эффект. Чего эффект они сделали летом только, откуда мы знаем. Марат Раитович, ну вот в продолжение нашего разговора создадите вы новую управляющую компанию. А работать там кто будет? Вот в УЖХ Советского района абсолютнейшая нехватка кадров слесарей. В вашей управляющей компании кто будет работать? Будут у вас слесари? Обманывать не буду. Ситуация в сфере ЖКХ такая, что это, наверное, одна из самых низкооплачиваемых сфер. В чем проблема поднять им зарплату? Ну, за содержание проблема же люди поднятия платят. их зарплаты – это проблема ставки строки содержания, которые платит наш житель за содержание многоквартирного дома. Поэтому вот это всегда баланс. Да? Значит, но мы руки не опускаем по этому поводу. Значит, красиво решен вопрос в советской армии. Я проходил, значит, сборы по специальности самолет-двигатель. Там на каждую операцию, связанную с самолетом, есть своя технологическая карта, где четко написано, с какой стороны подойти к самолету, какой лючок открыть, какой инструмент, отвертку взять и сколько оборотов ей сделать. Соответственно, тем самым советская армия тоже не выбирает, кто там в ее рядах будет служить, обслуживать самолет. Но эта карта позволяет с тем персоналом, который есть, выполнять все работы и обеспечивать безаварийный полет самолета. Я примерно то же самое вижу, что мы можем сделать. Понятно, понятно. Спасибо. Но вопрос все равно остается. Алан Викторович, скажите, пожалуйста, только не обещайте, если вы не уверены. Можете ли вы сказать, что в январе этого года, либо в ноябре этого года, когда люди получат первые платежки полного месяца отопительного сезона, не повторится печально нам памятная ситуация начала этого года? Давайте я скажу так. Здесь даже если бы у меня была уверенность, обещать контрпродуктивно. Откуда я знаю, какой будет январь? Если прошлый год, январь, к примеру, говорю, средняя температура за месяц была, допустим, минус 10, а вдруг она будет минус 20. Естественно, платежки Вообще будут выше. обещают суровую зиму. Да. Вообще, да. Платежки будут выше. Что я могу обещать? Я могу обещать, что при наличии того же уровня температуры, то есть если среднемесячная была минус 10 в январе, и в этом январе будет минус 10, то я могу обещать, что по городу в среднем будет либо тот же счет, либо же меньше, чуть-чуть меньше, потому что все-таки мы провели большой комплекс мероприятий энергосберегающих, и, повторюсь, еще проводим. Мы утепляем
Все-таки большая часть того плана, который был в апреле еще принят, она выполняется, да? Она выполнена частично и выполняется, и будет выполняться. Важнейший вопрос, который, опять же, интересует очень многих, да? Перетопы. Я секунду. Да. Нельзя сделать за 3 месяца то, что 10 лет не делал. Мы услышали. Да, поэтому мы услышали. и делаем. Главное, поэтапно, системно решать эту проблему. Совершенно верно. Конечно, немножко настораживает, что вы сказали, что в течение многих лет до этого это не решалось. Это действительно... 10 лет, вот говорит. Это срок. Что делать с перетопами? Вот кому этот вопрос обратить, Тимофей? Вот когда, допустим, в условном январе плюсовая температура, этого никто не исключает, но при этом батареи работают на полную мощь. Кому этот вопрос? Ситуация простая. Все зависит от наладки внутридомовых сетей. Если элеваторные узлы, индивидуальные тепловые пункты работают в штатном режиме, то не будет завышенной температуры. Знаете, на ТЭЦ, на теплоисточниках мы задаем такую температуру, вот, допустим, вот сейчас вроде не так холодно, но с теплоисточника температура не может выходить меньше, чем 70 градусов, холоднее вода. Почему? Потому что идет приготовление горячей воды за счет этого теплоносителя. Чтобы обеспечить санпины все, мы обязаны нагревать воду там 60-65 градусов. Поэтому с ТЭЦ с источника температура выходит 70 градусов. Мы правильно понимаем, что вы имеете в виду, что это уже ответственность управляющей компании? Да. Конкретная температура в конкретной батарее, конкретной квартире. Наша задача обеспечить температуру на цоколе здания. На входе. Все внутридомовые системы на плече управляющей компании. Тимофей Анатольевич, быстренько вопрос такой. А есть ли у вас какие-то судебные тяжбы с управляющими компаниями, где вы выставляете претензии, что ваша услуга не была доведена именно из-за них? Знаете, у нас вот тысячи судебных исков, в том числе сотни с управляющими компаниями. И управляющие компании к нам претензии, у нас претензии к управляющим компаниям. Все эти вопросы решаются в суде. Понятно. Марат, естественно, вопрос к вам. Да? Наверняка в этот колл-центр, о котором вы уже говорили, поступает очень много обращений по поводу, в том числе и перетопов. Что с этим делать? Значит, регламент работы с перетопами следующий. Значит, в случае, если есть обращение жителя о том, что температура высокая, управляющая компания должна выехать на место, произвести 3 замера температуры. Обязана выехать. Обязана выехать, произвести 3 замера температуры. И если температура выше 26 градусов в жилом помещении, должен быть составлен соответствующий акт, на основании которого уже дальше будет при привлечении Если не ГЖ. выезжает, кому звонить? Еще раз? Если не приехал никто, кому звонить? Вот, значит, как раз сегодня мы этот кейс с коллегами обсуждали. Кривить душой не буду. Значит, к сожалению, вот сейчас пока честно говоря. Да, честно говоря, сейчас пока не научились управляющие компании четко реагировать на вот эти вызовы. Но вот наша с вами работа как раз-таки совместно. Если не умеют, можно научить. Если не хотят, надо заставить. Абсолютно. Владимир, да, и вот опять же, продолжая эту тему, вот в вашей практике часто ли приходится сталкиваться вот с такими обращениями граждан, которые не могут добиться правды? Но на самом деле, я имею в виду отопление. Вот честно говоря, специфика нашей этой работы заключается в том, что к нам зачастую приходят люди, которые уже отчаялись получить какую-то помощь где-нибудь. Поэтому как в последнюю инстанцию? Да, как в последнюю инстанцию. Поэтому к нам-то часто приходят. Но вот здесь и в этом году и для себя изучая эту тему, вникая, ходя по всем этим объектам, я, например, сейчас увидел еще одну возможность для наших жителей, для уфимцев. Вот тепловая инспекция, которая сейчас создана при Башар-ТАЭСе. То есть проблема же тех же самых кадров. Да, вот управляющая компания может зафиксировать, например, факт. А если там нет специалистов, а во многих их нет специалистов, теплотехников, чтобы настроить это все. Вот тепловая инспекция... Мы еще не касаемся темы энергосбережения, теплосбережения, потому что никакого времени эфирного не хватит. Мы сегодня общались как раз с руководителем этой тепловой инспекции, он говорит, так мы готовы помогать. У нас есть специалисты, у нас есть опытные теплотехники, мы в том числе готовы помогать управляшкам это настраивать, потому что это наша общая работа. Нам это интересно всем, чтобы было. Да, это общий интерес. И мы готовы. И вот здесь есть телефоны, можно звонить в эту тепловую инспекцию и тоже их привлекать, чтобы они
нерадивых. Да, Владимир, но я вот всем скажу вам, уважаемые друзья, на самом деле не хватает информации и разъяснений. Ее правда не хватает. Спасибо большое. Не дает покоя жителям республики тариф за отопление. У крупных ресурсников-монополистов, речь идет об РТС и уфимских инженерных сетях, 2500 за гигакалорию, цена одна из самых высоких в России. Послушаем и обсудим то, что говорят эксперты по этому поводу. У нас, конечно, с одной стороны, должны тарифы быть экономическими обоснованными, с другой стороны, они должны быть доступными с точки зрения потребителя. Другое дело, да, что гражданин получает в платежке, это уже другая история, это именно плата. А сам тариф за единицу, ведь, по сути дела, в прошлом отопительном периоде тариф был неизменным в течение всего года. Но ведь люди получали каждый месяц разные платежи. И это как бы да, нашло возмущение. Мы сегодня с вами, анализируя структуру тарифа, понимаем, что 63% практически это затраты, связанные с покупкой газа для выработки тепловой энергии и электрической энергии. И там затраты уже, соответственно, связанные с заработной платой, затраты, связанные с уплатой налогов и реализацией инвестиционных программ регулируемых организаций. Тот факт, что Уфа вытянутый город, это вот тоже, может быть, способствует тому, что у нас более длинные вот эти теплотрассы? Безусловно, да. У нас самая большая протяженность этих сетей тепловых. И так же, как и в сфере водоснабжения и водоотведения. Вот инвестиционная составляющая, она позволяет за счет тарифа производить работы по реконструкции, по капитальному ремонту сетей, тем самым как бы обезопасить жителей от тех чрезвычайных ситуаций, которые могут проходить в зимнее время. Поэтому говорить вот однозначно тариф высокий или низкий, ну, очень сложно. Некоторые дома у нас имеют индивидуальные тепловые пункты, но вот этот момент, он совершенно не учитывается почему-то, как, значит, при определении тарифа, значит, на тепловую энергию, на отопление, так и не учитывается производителем этого коммунального ресурса. Имеется в виду, в частности, конкретно РТС. Не учитывает, не хочет он это, поэтому людей переплачивают. Я оптимист, я считаю, что все это возможно решить, нормативная база есть, если где-то нет, то ее можно поправить. Но в принципе сегодня у нас жилищный кодекс, он как бы позволяет в том, чтобы и управляющие компании, и ресурсоснабжающая организация, они работали нормально, чтобы люди не жаловались как на качество тепла, так и на состояние, значит, своих домов, так и на то, чтобы в платежках они открыли, взяли калькулятор, все это сделали, это увидели, все это. Ну, вот, собственно, мнение экспертов по тарифу. Да? Тимофей, скажите, пожалуйста, насколько обоснован тот тариф, который существует сейчас в республике? Ну, давайте вот... Это непростой вопрос. Это непростой вопрос. И очень, да, если коротко отвечать, тариф абсолютно обоснован. Он прошел все проверки прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, и никто не нашел никаких нарушений при его установке. Но хотел бы отметить следующее. Важно не тариф, важно потребление и платеж конкретных людей. Вот перед началом, когда мы готовились к передаче, мы вот просили вас тоже посмотреть свои платежки за предыдущие годы. И вот коллег я просил посмотреть. Если все граждане посмотрят свои платежи за последние годы, они поймут, что последние 5 лет примерно за тепло платится одинаковая сумма. Тариф вроде бы растет, но год к году был теплее. Тут важнейший вопрос, да, Павел Ильич, Марат, кому его задать? Важной составной частью тарифа является инвестиционная программа. Кто ее контролирует? Вот как раз таки исполнение этой программы контролирует МинЖКХ. Потому что мы понимаем, что износ сетей, ну, объективно он достигает там скольки? 90%. Скажите, да? пожалуйста, свою инвестиционную программу выполняет? Не только ваш РТС. В том-то и дело. Нет, вот если при вас, если у нас есть на сегодняшний день, если мне память не изменяет, 38 инвестиционных программ, именно в части вот, теплоснабжения, да, и те предприятия, которые, БашРТС не попадает под предприятия, которые не выполняют свою инвестиционную программу. Если предприятие не выполняет инвестиционную программу, мы, естественно, это все фиксируем, актируем, направляем в тарифный комитет. И на эту сумму, то есть, последующий тариф, то есть на 2023 год, он будет сминусован. То есть это входит в вашу компетенцию, и вы это контролируете. Вот это наш реальный рычаг давления, да, на ресурсы. Владимир, что вы хотели добавить?
Я хотел добавить, что у нас очень много слов говорится про ЖКХ, очень много как бы там программ поддержки и все прочее, да. Конечно. Но я вот уже много раз говорил, что с людьми надо говорить просто, понятно и прозрачно. Вот чем проще объясняешь, тем лучше. И при СПЧ мы запустили проект за честное ЖКХ, в котором вот стараемся как раз эту функцию взять на себя. Больше информации о нем, пожалуйста, давайте. Уважаемые гости, да. Большое спасибо. К сожалению, наше эфирное время выходит. Да. Большое вам спасибо, что пришли, за предметный, конструктивный и, главное, честный разговор. Говорят, если долго смотреть в бездну ЖКХ, то она начинает смотреть на тебя. На самом деле, всегда легче винить во всех бедах кого-то другого, будь то ЖЭО, БашРТС или мэрия. Многое, уважаемые друзья, зависит от вас самих. Пока ваша личная активность не выходит за пределы общедомового чата в WhatsApp, показания состояния общедомового счетчика тепла так и останется для вас военной тайной. Будьте активнее. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. До свидания и берегите себя и своих близких.